Ну, сетку я капитально порвал. О, еще рыбка. Так, надо взять. Блин. Ну, она еще дергается. Один. Вернее сказать, вторая, но первая ушла. Ну, не судьба, значит. О, следующий он хвост торчит. Опа-на. Глубина пошла и прямо через полметра рыба пошла. Это уже интересно. Это у меня вторая. А это у меня третья проглядывает. Сумею ли я взять? Буквально 1 сантиметр. Ну, 1,5 застыло. Но сетку я испортил сильно. Сколько мне там пилить придется? Или что, всю пилить, что ли, придется? Нифига себе. Карась с краю. Следующий кусок. Пока до глубокого места не дойдем. Надеюсь, тут не вся сеть. Так, ну что? Фух. Ну, хоть купайся. Аквапарк тут сделал. Так, карась. Как бы его... Ой! Все еще замерз или нет? О, гад. Где-то с краю. Ну, не дергайся. Второй попался. Приключения полные штаны. Ну что, веревка нам больше не нужна. Я кислородом надышался. И животик мой пивной куда-то исчез. Даже не знаю, это плюс или минус. Так, что-то жарковато стало. Но до майки вредно раздеваться. Радикулит схватит. Перекур. 5 секунд. Фу. Вы чё? Во. Во. Что ли дело? Так, ну что, изобразим Буракову на Волге. А тут перестало замерзать. О, еще карасик. Фу. Отощаю я за этот поход. Дома не узнают. Вообще-то мужчинам все равно там живот, талия есть, нету, пофиг. Особенно с возрастом. Это женщины, чем ближе к 100 лет, тем стараются в тростиночку превратиться. Вот надо их сюда, на такую рыбалку, и специально сети замораживать. Фух, поразвлекались. Идем дальше. Ой, здесь свободно, а здесь 1 миллиметр. Учитывая, что первый выпал, вынимаем сразу. Так, начало прибавляться. Ух ты, еще что ли идет? И здесь что ли примерз? Где ты там? От гад. Ну, на тебе. Эй, караси, не падать. Каждую вынимать карасика. Фух, потом выну. Не понял. Самого-самого края. Немножко глубины все-таки не хватило. Надо на таких озерах глубину уменьшать. Опа-на. Там связи нету, тут связь есть. Ну. Сейчас, подожди, громкую связь включу. У меня интересно, посередине озерка вот этой лужи
телефон берет, а 3 шага влево, 3 шага вправо не берет. Ну, хорошо, что нашел связь и позвонил. Но, Что у тебя там нового хорошего? да, есть немножко карасей. Да ты что? Моя любимая рыба, ура! Да, и я чисто из-за этого. Я по 2 причинам. Она у тебя любимая раз, а вторая, что животом ходить, чтобы он у меня до земли свисал? Ну, у меня живот к позвоночнику прилип. Я тут майну сделал, блин, китам купаться можно. Да ты что? В этой луже? Лужа, это не лужа. У меня майна прорубь больше, чем сама лужа. Ладно, Сережа, жду с рыбой. Что позвонил-то? Короче, полрайона не подымай, я, скорее всего, поздно приеду. Хорошо, что предупредил. Во-во. Ну, давай. Викторовичу и Андрею Батьковичу тоже привет передавай. При случае. Хорошо, давай. Так, ладно. Где-то треть осталась. 21 сантиметр. Офигеть. Это получается за 2 дня 7 сантиметров прибавило. Фу-ху-ху. Ничего себе зима. Вроде и морозов таких хороших не было. В принципе, таким способом попадаются карасики-то, попадаются. Ха, лениво надергается. Интересно, вот сетка, вот чуть-чуть вмерзла, он прямо практически подо льдом плавал и попался. А к слову сказать, на глубине рыбы практически не попало. Все, что попали, все подо льдом плавали, подо льдом попали. И вообще-то неплохо. Ага. Еще один. Идет. Есть караси, есть тут. Ага. Да, в принципе, ловится рыбка. И достаточно хорошо. Только надо как-то приспособиться к этой зиме. Не приближать поплавки к льду. Все-таки ловить сетями карасей трудоемко. Скорее всего. У нас их мордами ловят. В том числе и на таких озерах. Старался, конечно, коряги избежать. Не избежал. Попалась одна. Я бы сказал, рыба нормально попала. В смысле, карасей. Но такую сделал. Кошмар. Так, самое хорошо. С этого дня не уложился. И дай бог, наверное, успею. Сейчас надо собраться. Короче, вон там крутой обрывистый берег. С этой стороны луг. Ну, здесь кочки и легкое болото. И причем рыбы больше попало вот отсюда с мелкого берега, считай, с болотистого. Вот так дно идет, а потом такой обрывистый раз. Вот на склоне много попало, там каждые полметра рыба, собственно говоря, была. И потом там повсеместно, по всей длине. Причем они ходят подо льдом, там, где сетка мерзла, там и попалась. Что-то я подозреваю, что рыбы не только Ларисе Батьковне до отвала попадет, ну и мне немножко. Есть рыбка, есть. Так, ладно. Рыба-то есть, а сетка у нас кирдыкнулась. К сетке и так примерялся, блин. Отдельный рейс придется сделать. Можно подвести итоги. Кислородом надышались, ладно. Тут вопрос стоит такой. Ведро карасиков или испорченная сетка? Что важнее? Ладно. Учитывая, что старая уже порванная сетка и радость Ларисы Батьковны, наверное, рыба. Но хорошую сетку тут использовать, ой-ой-ой, крайне нежелательно. Нафиг тогда карасей идти. Начались откровенные сумерки. Полчаса туда-сюда еще видно будет, а потом в темноте. Ладно, фара горит. Ой, фонарик забыл. Ладно, доедем. Где наша не пропадала? Ну, карасей, не обижайтесь! Поехал! Ну что ж, не боги горшки обжигают.
Ну сейчас точно приехали.